Добрый день, дорогие подписчики «Кактус Медиа». С вами я, Наталья Тимирбаева, главный редактор «Кактус Медиа». Мы продолжаем с вами говорить о правах человека в условиях пандемии. Сегодня у нас такая болезненная, что ли, тема. Мы будем говорить о правах людей, находящихся в закрытых учреждениях. И наша собеседница, эксперт, уже хорошо нам знакомая, Гульшаира Абдурасулова, глава общественного фонда «Калым-Шаман». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала расскажем. Вот люди относятся так, и очень часто нам пишут, что это правонарушители, преступники, заключенные. Что заботиться, что думать об их правах? Давайте для начала скажем, почему такой подход неверен и чем он грозит обществу в целом и каждому человеку в отдельности. Ну, наверное, сначала, прежде чем вообще говорить о правах человека, лиц, которые находятся в закрытых пенитенциарных учреждениях, да, наверное, стоит сказать, что права человека – это не про счастье. Права человека – это как не быть несчастным. И вот есть вот такие вот категории прав, которые вот относятся всем, принадлежат всем, каждому, да, от рождения вот, до его смерти, и независимо от того, где этот человек находится, просто потому что он человек. И поэтому говорить о том, что кто-то обладает правами, а кто-то не обладает правами, вот как раз концепция прав человека исключает такой подход, дискриминационный и неравный подход, именно для того, чтобы люди не были несчастными. А вот чтобы и вот гарантирует, почему государства берут на себя обязательства, да, они именно выступают гарантом для того, что они будут обеспечивать эти права и тот минимальный перечень для того, чтобы сохранить достоинство каждого человека. Это очень важно, и пускай это будут даже закрытые учреждения. Что касается закрытых учреждений, в первую очередь, ну, если сегодня идет речь о пенитенциарных учреждениях, вот, и мы должны понимать, какой контингент лиц находится там. Да? То есть первое – это те, в отношении которых уже есть решение суда. Да, признаны преступниками. Второе – это те, в отношении которых еще решение суда не вступило в окончательную силу. То есть еще находятся на стадии каких-то обжалований, либо следственных действий и так далее. То есть еще эти люди не признаны виновными. И, соответственно, мы говорим, в данном случае они имеют такие же права, как право на справедливый суд, право обращаться к общественному миру, иметь связь со своими родственниками, близкими, да, вот. А представьте, если мы вот ограничим их в этих правах, да, вообще, да, и скажем, ну, они же сделали, ну, преступники, да, и никаких у них прав не будет, то вопрос же справедливости, он же остается же, и права человека это еще о том, что о справедливости, и любые решения, любые действия государственной власти, когда они справедливы и удовлетворяют все стороны, вот тогда люди приходят вот к какому-то компромиссу и согласию. Это очень важно. И третье, мы должны всегда помнить, что пенитенциарные учреждения – это не только учреждения наказания, это еще учреждения исправления. Да? Вот мы не зря говорим, да, это исправительные учреждения. Эти люди рано или да, может быть, совершили ошибку в своей жизни, да, совершили деяния, причем довольно нехорошие, которые, например, повлекли там, нарушение прав других лиц, да, в данном случае. Но эти же люди по истечению срока отбывания наказания, они выйдут, и государство должно сделать все возможное для того, чтобы эти люди были адаптированы в общество, и именно адаптированы такими, ну, уже хорошими, да, хорошими намерениями, хорошими этими. А если государство будет ограничивать в их правах, будет все время унижать их человеческое достоинство, кого мы получим в свою среду? Это тоже большой вопрос. В условиях пандемии главным правом становится право на здоровье. Право на здоровье у всех у нас было под большим вопросом. В закрытых учреждениях с этим было вообще все очень плохо. КСИН долгое время отрицала вообще наличие людей с ковидом в закрытых учреждениях. Какие-то у вас есть цифры? Болели ли люди, сколько их было, были ли эпидемии, были ли летальные исходы в связи с коронавирусом? Но пенитенциарные учреждения, лица, пребывающие в этих учреждениях, оказались самыми уязвимыми
в условиях пандемии, именно угрозы здоровья. Почему? Потому что если мы имеем возможность свободно где-то вот ограничивать свое пространство, где-то вот сами самоизолироваться и так далее, от других, да, лиц, скажем, от тех же родственников, соседей, друзей, можем в своем доме изолироваться, то в этих учреждениях это невозможно. Да, люди находятся там, причем очень на малых расстояниях, фактически очень близко друг к другу. И в данном случае мы говорим как о лицах, которые отбывают наказание, так и о сотрудниках этих учреждений, которые обеспечивают, да, исполнение наказаний. Вот. Все они, получается, вот в одной такой консервной банке, да, находятся. И, соответственно, когда такое инфекционное заболевание, которое переходит там, по воздуху там, и так далее, это очень как бы понимаем, что там была высокая вероятность заболеваний. Конечно, учреждения, да, пенитенциарная система, ну, руководство, они вначале, они, не то чтобы они отрицали, они ничего не говорили, но было исследование сделано в прошлом году совместно с правозащитным институтом АКХЧ, вот, и там вот даются же конкретные цифры. Там каждый пятый, например, из заключенных, пребывающих вот даже в СИЗО номер 1, а это очень большое СИЗО на самом деле, вот, и там тысячами люди находятся, там каждый пятый сказал, что он имел вот эти симптомы коронавирусной инфекции. А когда посмотрели статистику умерших от симптоматических заболеваний, то есть не коронавируса, а вот что-то симптоматическое, как, например, пневмония, да, туберкулезы, там были какие-то головные боли, какие-то воспалительные, оно оказалось превысило, чем с прошлым годом, также в 5, также в 5 раз. И поэтому получается, помните, у нас же у всех ажиотаж был, какие-то симптомы вначале не были, да, выявлены. Где-то говорилось, что от пневмонии, где-то от сердечного приступа, где-то от диабета и так далее. А потом уже стало известно, что если человек болеет коронавирусной инфекцией, то вот эти его хронические заболевания обостряются, да, и они, да, могут быть следствием смерти, но причиной смерти, но причиной, которая привела к смерти, к обострению, да, это вот может. А учитывая, что в закрытых учреждениях туберкулез очень высокий процент. Да. И получается, что вот эти вот данные, они были выявлены. И сегодня только уже учреждение ГСИН, оно, ну, как бы принимает эти сведения. Вопрос еще уже в другом. Вопрос в том, что насколько обеспечено там все вот этими медицинскими там медикаментами, оборудованием и специалистами. Как раз эти учреждения, это такие учреждения, во-первых, никто не хочет идти туда работать, да, потому что, ну, как бы очень высокая опасность, да, там и заболеваний, и вообще угрозы, да, такое вот. А с другой стороны, государство обращает наименьшее внимание, потому что в таких условиях больше же на гражданские больницы было ориентировано, на детские больницы было ориентировано внимание. И эти учреждения оказались забытыми. И вот получается один фельдшер, а у него там из лекарств ничего нету, да, вот из тех же антиагулянтов, там, например, или оборудование, там только вот это, который пульс, пульсоксиметр, да, вот этот, который только у него, например, находится. Никаких других препаратов там и так далее нет. Не говоря уже о тестах. Тестах вот до сегодняшнего времени проблем нет, там никаких вот этих вот как экстренных тестов, да, которые раз там и выявляют, вот как в аэропортах, там в других европейских странах это сделали уже довольно эффективно. Этого ничего нету до сегодняшнего. Ну вот сейчас болеет коронавирусом Абдил Сигизбаев, у него диагностирован коронавирус, он находится в инфекционной больнице, но понятное дело, что он, во-первых, такой весьма громкий, да, он еще пока подследственный, и он подследственный, и вот у других как? Ну вот, например, и вот в связи как раз с Ардилем-то, вероятно, риск-то среди других увеличился, значит, есть. Конечно, увеличился. Потом, знаете, вот эти карантинные зоны, да, например, поступает там, например, человек, есть же определенные места для карантина, да, вот, например, на военных частях вот так сделано, набирает набор призывников, и прежде чем по армиям, вот, по частям их распределить, они вот здесь вот в городе находятся на карантине. Вот, и очень, ну, как бы 28 дней. Точно такое же должно, в принципе, быть и в закрытых учреждениях, но такого нету, потому что закрытые учреждения у нас, знаете, они строились еще в тот советский период, у нас нету новых учреждений, и они
когда строились, они вот такой строились вот чисто как это, да, вот как концлагеря, да, вот такие вот маленькие комнаты, а вот таких каких-то больших этих нету. Потом, если там что-то дополнительно переоборудовать, это просто нереально, потому что здания очень ветхие, очень шаткие, и это просто большая опасность, что потом что-то еще и рухнет, не дай бог. Вот таких вот этих карантинных этих нету, потому что переполненность у нас высокая. На сегодняшний день закрытых новых строений у нас нету. Ну, получается, уровень преступности тоже у нас в стране, ну, мы все знаем, да, что высокая. Вот другое дело, что, например, вот вы привели пример Абдиля Сигизбаева, но это человек публичный, дело у него громкое, человек, ну, я так полагаю, что имеет возможности, ну, где-то там заплатить даже в частные клиники, да, пролечиться. А людей, которые нет таких возможностей, которые не являются никакими публичными лицами, тогда их 99%-то это они же. И вот, например, когда к нам сегодня обращаются такие граждане, говорят, вот родственники обращаются, говорят, нас не впускают, адвоката не впускают. Он болеет, уже вторую неделю он болеет. Что мы делаем? Мы обращаемся к правозащитным институтам, которые имеют мандат вот это входа в, да, закрытые учреждения, посещений. Это вот, получается, Национальный центр по предупреждению пыток Кыргызской республики и Институт Акыйкатчы, омбудсмена. Но проблема в том, что у них обратно же требует этот ПЦР. ПЦР, действующий ПЦР об отрицательном этом, да, результатах, что они не болеют. Этот ПЦР не обеспечивается со стороны государства. Этот ПЦР на сегодняшний день, эти национальные наши правозащитные институты обеспечиваются за счет донорских средств. Этот ПЦР стоит 2300 сомов. Это дорогое удовольствие для каждого сотрудника. Почему? Потому что действие ПЦР всего на 2 недели. Через 2 недели, чтобы осуществлять свою деятельность в рамках закона, посещать закрытые учреждения, они опять должны проходить этот ПЦР. В бюджете нету. Бесплатно им никто не делает. И да. ни наличие прививки, ни наличие антител в организме не дают? Нет, ничего. И получается, что происходит? Мы звоним им, говорим, вы же национальный центр, срочно посетите. Человек болеет, и к нему медиков не допускают, его не выпускают, обратно же тоже не выпускают из закрытого учреждения, чтобы повезти куда-то, да, в частную, например, или в гражданскую организацию, ну, общественную организацию. Получается, не выпускают его никуда, а эти не могут попасть, потому что у них нет денег и бюджета на ПЦР. И какой выход из такой ситуации? Доноры. Вот знаете, вот как бы не хаяли все доноров, да, и все говорили, что вот, прям там какие-то западные. Извините, мы сегодня, у нас уже Национальный правозащитный институт сидят на том, чтобы просить у донорского сообщества помочь им вот с бюджетом на ПЦР. Потому что, например, если по всему Кыргызстану, там у национального центра, да, даже брать по одному сотруднику в области, да, примерно, да, который вот получается только на 2 недели хватает ПЦР, это сколько надо средств на год? Это получается 4600 нужно в месяц на одного человека. А еще вот, кстати, про ПЦР. В последнее время нам очень часто стали звонить родственники людей, находящихся вот в закрытых учреждениях пенитенциарных. И они говорят о том, что они не могут прийти на свидание вот без этого ПЦР. Да. А денег на этот ПЦР нету. У них нет. Дорого, и нету. А знаете, это очень такое странное требование. Вообще это внутреннее требование, то есть требование в соответствии с внутренним положением ГСИН, ну, Государственной службы исполнения наказаний. Это они такое себе установили. Ну, а вот вопрос, а как сотрудники ГСИН заходят, выходят и работают? Но фактически же такие же условия. Они причем каждый день ходят на работу, приходят домой, встречаются там с разными и обратно приходят на работу. То есть почему тогда для адвокатов, для родственников, для тех же лиц, которые посещают эти учреждения, то есть имеют мандат, почему для них такие условия? Вот, на мой взгляд, это вот чрезмерно бюрократическое, такое завышенное требование, которое не имеет под собой оснований.
Вот не имеет. Вот хоть как объясняйте, вот я, да, может, если бы, я понимаю, если бы еще и сотрудники бы сдавали бы ПЦР и думал бы, ну, на равных условиях для всех такое требование. Но когда я знаю, что сотрудники самого учреждения, которые обеспечивают, да, вот эти, в том числе охранники, они-то не сдают же этот ПЦР, ни начальство не сдает ПЦР, ни фельдшеры не сдают, никто же у них-то не сдает. И получается только те, которые вот родственники, близкие тех лиц, которые, или адвокаты, они, вот к ним такое требование. Так что нам вот отвечать читателям? Я необходимо требовать, чтобы убрали этот ПЦР для адвокатов близких родственников, круг близких родственников. Это, как это нужно требовать? Это надо вот в это внутреннее их положение убирать это. То есть все-таки они правильно делают, что обращаются Конечно. к СМИ? Конечно. Это один да. из Либо второй способ есть оставить это, но обеспечить это за счет государства. Но это нереально. Ну вот о чем я говорю, это нереально. Но если государство устанавливает такие ограничения, вы либо повышаете тогда им пенсии этим родителям, да, заключенным, либо какие-то вот возможности предоставьте, бесплатно где-то сделать, там хотя бы в 3 месяца один раз, да, чтобы возможность была вот это на свидание. Потому что право на свидание это в данном случае нарушается, за установленное законом право на свидание. Потому что жены не могут, например, там, или дети не могут прийти из-за того, что у них ПЦР нет. Ну что это такое-то? То есть получается, установив эту норму, мы ограничили, существенно ограничили единственный такой каталог, такой минимальный перечень прав. А ведутся переговоры вот с вашей стороны, как правозащитники, как правозащитная организация Да, по поводу, да, что говорит? да, как объясняет ведутся переговоры, и они ведутся на разных площадках, мы об этом все время говорим, насколько они учитывают этот момент, пока еще не ясно, потому что мы не видим послаблений. Наоборот, пошли усиления, вплоть, например, что уже судебные, да, заседания начали проводиться онлайн, да, понимаете, для всего нужно очень весомое обоснование. Я согласна, например, если вводятся такие ограничения, когда это вот прям массово, но когда люди гуляют, ходят в рестораны, в маршрутках битком ездят, при этом никаких ограничений, каких-то вот этих нету, каких-то условий, создания условий. И только в отношении заключенных, получается, вот этих, да, или лиц, которым предъявлено обвинение, только в отношении них вот это такое требование, что, как я уже и в прошлый раз говорила, что они больше имеют право на здоровье, на охрану здоровья, нежели другие, да, но это просто дискриминационный и избирательный подход. Понятно. Мы с вами говорим о правах людей, находящихся в закрытых учреждениях в условиях пандемии. Наш эксперт Гульшаира Абдирасулова, глава общественного фонда «Калавишамы». Мы продолжаем. Мы говорили о здоровье людей, находящихся в закрытых учреждениях. Но плюс они имеют право на своевременную юридическую помощь. И с этим тоже возникли в период пандемии огромные проблемы, когда мы все были ограничены в передвижениях. Согласна, да, это было самое большое. И знаете, даже вот это установленные часы, в рамках которого должна была быть применена уже меры, да, рассмотрена вопрос меры пресечения и так далее, когда вот это все сдвигалось. Люди находились не, например, 48 часов, а намного дольше в закрытых учреждениях, при этом без решения суда. Адвокаты не имели доступа к своим подзащитным. Это было самое массовое и самое серьезное нарушение прав человека в условиях пандемии именно в Кыргызстане, на практике Кыргызстана. Вот. Потому что, во-первых, не было вот эта понятная процедура передвижения, да, где-то по справке, где-то, но это очень-очень поздно все внедрялось и так далее. А вопрос права на защиту, оно вот именно было нарушено с тем, что, во-первых, не было вот это, был полностью ограничен право на передвижение адвоката, а второе, был полностью запрещен доступ к закрытым учреждениям. Вот на тот период адвокаты даже не могли попасть туда. Не потому, что там у них там ПЦР или комендантский, а потому что еще учреждение не знало, как действовать. Пускать, не пускать, вот эта угроза, потому что все боялись, и столько страха было, все боялись. И на тот момент, вот на какой-то вот на неделе-две, вообще никто не знал, как вообще должны действовать в данных ситуациях. Да, алгоритма ничего не было. Вот. А потом вот,
знаете, мы же живем вот этим законом о чрезвычайном положении, да, который он старый. Его, оказывается, никто никогда не пересматривал, и мы просто не обращали внимания, что к нам на голову вот какой-то такой режим может резко прийти, и мы вот, оказывается, его читаешь, этот закон, он общего характера, то есть любые ограничительные меры, они общего характера, и они вот, например, не выделяют права человека, да, вот такие экстренные такие права, как право на адвоката, да, вот таких моментов вообще нет, и поэтому этот закон требует срочной доработки, пересмотра. Почему? Потому что, например, сейчас кодексы новые тоже рассматривают, да, проекты новых кодексов обсуждают, и там комендант имеет право принимать решение о наложении административного ареста на 5 суток. Комендант в условиях чрезвычайного положения. Конечно, это сама норма по себе неправильна, только суд имеет право, да, принимать такое решение об ограничении прав. Но в данном случае вот Кодекс об административных правонарушениях устанавливает вот такое право за комендантом именно в условиях чрезвычайного положения. Что это означает? Что комендант самолично может принимать такие решения без участия никого, да? И поэтому... То есть там не будет ни адвоката, да, то есть это вот очень такая опасная норма, и потом, если гражданин не согласен, он может обратиться в суд на решение коменданта, да, получается. А представьте в условиях чрезвычайного положения, когда передвижение запрещено, этот человек на 5 суток ареста, приемники, распределитель, как он будет подавать, куда он будет подавать это постановление, ну вот это решение коменданта, это все неясно на сегодняшний день. К сожалению, об этом мы говорим, но пока вот к нам не прислушиваются. Мы просто в будущем, если у нас еще такая будет ситуация, мы столкнемся с очень большими ограничениями и нарушениями прав человека. Ну вот как бы сейчас вот только я могу сказать, что адвокаты сейчас передвигаются свободно, но обратно же доступ к своим подзащитным зависит от наличия ПЦР. Что есть не у всех, Да. только у богатых адвокатов, богатых... Да, ну вот получается, и это очень да, вот где-то там еще мы правозащитные организации помогаем, например, мы для тех своих адвокатов, ну как своих адвокатов, для адвокатов по делам, которых мы, да, составляем с ними договора, мы еще стараемся им ПЦР, да, но это обратно же за счет донорских средств. Я всегда буду повторять и буду всегда везде говорить, что донорское сообщество очень серьезно и очень хорошо помогает Кыргызстану, очень помогает обычным простым гражданам. Ну, они, например, за счет, например, мы организация существуем на донорские средства, и мы просим донорские средства на те же ПЦР сейчас, чтобы адвокаты зашли к своим подзащитным. Еще один такой пример, и снова на примере Абдилова Сигбаева, когда ему продлевали меру пресечения, это тоже было в условиях пандемии, сославшись на вот эту пандемию, его не доставили в суд вообще. То есть ему лично выносили меру без его присутствия. Ну, это вот что, да, это то, что я уже об этом говорила, что у нас дошло до того, что вообще уже суды, да, происходят онлайн. Первое, что мы увидели в данном случае, мы увидели существенно... Он вообще его не было. Его вообще не было, да. Не было. Первое, вот таких этих мы увидели, даже если присутствует, да, скажем, лицо, которому предъявляется обвинение, в данном случае подозреваемый, обвиняемый, что они находятся вместе в одной комнате с сотрудниками учреждения. И в данном случае адвокат не может, нарушается вот это право адвоката и вот этого лица на конфиденциальную, да, вот именно, потому что они же строят тактику защиты, вот, и вот это вот полностью нарушается. Сегодня во всех онлайн вот этих судах это полностью нарушается, потому что это лицо, там сотрудники сидят, стоят рядом. То есть там это очень серьезное нарушение. Второе, критерии справедливого суда, это вот стандарт, это вот прям такое требование. Вот как судьи сами будут оценивать, что они обеспечили этот справедливый суд? Это вот в данном случае, вот когда отсутствует, да, лицо. Вот в данном случае как вот эта оценка? Потому что она же очень серьезная, да, этот критерий. Вы смотрите, как мы рассматриваем? Было ли обеспечена состязательность сторон? Было ли всем предоставлено слово? Состязательность — это адвокат и прокурор. Да, то есть вот все стороны, да? Было ли, например, обеспечено
выступление каждому, да, прение, слово, например. Не было ли так, что только, например, стороне обвинения дали, да, слово, а подзащитному не дали, да? Вот такое, например, было ли обеспечен переводчик, да, причем компетентный, профессиональный переводчик. То есть мы же оцениваем вот так вот, когда вот суд идет, вот 10 таких, вот 10-15 вопросов, где мы говорим так, да, нет, да, нет. И вот из этого выходит вот этот стандарт. Было ли суд справедливым? Представляете? А тут, ну, даже Абдил Сегизбаев был? Не был. Подсудимый, да, принимал? Слово дано было? Нет. Ну, вот так вот. И что выйдет в конце? Выйдет, конечно, что данный стандарт нарушен. И тогда получается, что с самого начала судебный процесс был несправедливым. И его тогда легче оспорить? Нет, я не скажу, что это легче оспорить. Это очевидные вещи, которые должна поднимать все представители судебной системы. Как только мы идем по несправедливому пути, мы должны понимать, что мы идем по конфликтному пути, что это будут круги обратно обжалования, это будут круги претензий и так далее. Обеспечьте вы все красиво, прекрасно, открыто, как и должно быть, никаких вам претензий не будет. Вот одно из недавних заседаний по Мелису Оспекову как раз проходило онлайн. Угу. Вообще в законе вот такие заседания по телевизору, они предусмотрены, да? Нет, это вот у нас в законе, у нас ни в одном законе ничего онлайн и так далее не было предусмотрено. Есть понятие дистанционных там каких-то мероприятий, но не только онлайн. Это сегодня, сейчас, вот, наверное, скорее всего, в рамках инвентаризации будет уже вопрос рассматриваться и обсуждаться. Но внутренними положениями, вот эти вот моменты, да, где-то они вот внутренними приказами, какими-то документами в каждом учреждении, эти вопросы рассматривались и принимались. Например, если мы вспомним, например, в прошлом году, где-то в апреле, да, началось, когда Верховный суд, уже вот на сайте Верховного суда появлялась информация о том, что они ограничивают доступ других лиц, только сторон, да, вот именно суда, да, там, например, истцов, ответчиков, вот только там адвокатов, прокуроров и все. Остальным они ограничились существенно. И то и требование было в масках, там и так далее, вот такие моменты. Потом это Ожский, например, суд, да, тоже такой, тут у него на сайте. И вот так вот постепенно она в практику вошло. При этом это не было каким-то вот, это было просто коллегиальным решением самого судебного учреждения, да, в данном случае. В законе об этом ничего не прописывается, но есть стандарты. Есть определенные стандарты. В данном случае право на свободу от пыток ни в коем мере, ни при каких условиях не должно быть нарушено. Если данная свобода нарушена, то есть кому-то были применены пытки, государство должно сделать все возможное, в том числе судебный орган, для того, чтобы это оперативно и эффективно расследовать и рассмотреть. Второе – это право на жизнь. Оно точно таким же образом, никакие там пандемии и так далее, что судебное заседание не состоялось, потому что пандемия, а там кого-то пытали и убили, такого не должно быть. Это должно быть очень оперативно все быть рассмотрено. И есть вот этот стандарт справедливого суда. Даже в онлайн-режиме должны быть четкие критерии, обеспечены вот эти четкие критерии. Как это должно быть? Если там, например, по телевизору это показывает, у общественности, у наблюдателей должен быть такой же доступ со всех ракурсов смотреть на это заседание. Понимаете? Это и есть открытость судебных органов, судебных заседаний, за исключением, которые вот носят закрытый характер. Но даже вот в данном случае по закрытому характеру, да, суда тоже есть там требования, что оглашение приговора должно быть, да, публично. Вот эти моменты, они должны не так, что с одной стороны сел по зуму судья, и с другой стороны сели другие по зуму. Нет. А вот контроль, общественный контроль в данном случае должен быть вот видеть, как все сидят и это рассматривают. Как вот из-за судебного процесса в офлайн режиме. Это очень серьезное требование. Иначе никто не даст, никто не сможет просто дать гарантии, что действительно суд был справедлив. Никто из этих участников процесса. А общественность может дать. Что-то может остаться заказанным. Конечно. Но тем не менее, вот эти онлайн заседания, это какой-то выход из сложившейся ситуации. Ну, я так понимаю, он доступен не везде, потому что интернет и просто техническое обеспечение
какие суды сейчас способны вести такие заседания? Да, это требует действительно очень много вложений в плане именно технического обеспечения, бесперебойного интернета. А потом мы должны понимать еще вопрос вот это безопасности интернет-ресурсов. Потому что у нас нет своих провайдеров, да, у нас все вот эти вот провайдеры, ну, имеется в виду, да, у нас утечка информации может быть, это очень серьезное будет нарушение, особенно в части конфиденциальности данных и так далее. Первое, вот то, что техническая помощь, это специальное оборудование, ну, это как бы сегодня это все есть, вопрос финансирования обратно же. Государство сможет профинансировать и обеспечить все судебные органы в данном случае, да. Второй вопрос, как быть адвокатом. Вот как быть адвокатом, то есть это, которые, например, не могут находиться вот в онлайн, да, и поэтому дополнительно должны быть другие еще помещения предоставлены, где будут участвовать адвокаты. Это должно опять же государство делать, потому что обеспечение вот этого справедливого судебного рассмотрения в судебных органах это обязанность государства, не адвоката. Адвокат должен прийти, принимать участие и заниматься именно своим делом, а не думать, как же ему обеспечить технически, да, как подключиться вот эти моменты. Поэтому есть вот это еще. Второе, это вот это бесперебойная вот, все равно подача интернета, видеонаблюдений и так далее. Вот многие думают, ну это же онлайн, потом можно запись посмотреть. Одно дело смотришь, когда вот это табло, да, само, другое дело, когда смотришь с разных ракурсов. Это видеонаблюдение, это важно очень, это тоже должно быть обеспечено. Ну, если государство все-таки переходит на онлайн, ну, как бы, в данном случае, да, и вынужден в целях охраны, да, значит, он должен думать об этом, и он должен думать уже давно. Сейчас я думаю, что только в Верховном суде там что-то есть, в других учреждениях нету судебных. Вот, потому что еще в прошлом году вот была такая информация, что донорские организации будут, ну а потом, видите, это было в прошлом году, а потом после, например, событий октября, после событий, у нас уже новый президент, у нас уже новая конституция, донорское сообщество сегодня само находится в таком непонятной ситуации, не знает, как быть, вот, потому что все договоренности и вся помощь была обговорена с предыдущей властью, поэтому если наше государство не способны, наши власти не способны это обеспечить, тогда им надо будет обращаться уже к тому же донорскому сообществу. Иного выхода я не вижу. И возникнет проблема с хранением всех этих данных. Это очень большая проблема будет. Потому что в данный момент, ну, все эти программы, которые вы перечислили, эти базы данных, они хранятся не у нас. И все это тоже должно быть. Это будет очень большая проблема. Тем более, что это огромный запас информации, где оно все будет храниться. И особенно по судебным заседаниям, которые носят закрытый характер, секретный характер, которые имеют уровень государственной тайны информации, это будет действительно очень сложно. И здесь очень высокая опасность будет утечки информации, ну, обратно из-за того, что Кыргызстан не обладает такими ресурсами. И у нас даже, вот, если мы возьмем мобильную связь, ту же Билайн, Мегаком, наши все данные проходят через казахстанский сервер, да? Вот, ну, как бы, захотят, все заберут, да. Да, поэтому здесь... Эти вопросы обсуждаются как-то? Я думаю, знаете, вот есть такая очень серьезная организация, это гражданская инициатива интернет-политики, да, ГИИП, Тату Мамбиталиева. Она очень эти вещи хорошо знает, очень хорошо и выносит на очень высокий уровень. Я не знаю, на каком уровне вообще вот это все происходит. Единственное, я как правозащитник, я понимаю, что, например, у меня всегда стоит задача о сохранности и конфиденциальности персональных, да, личных данных лиц, которые обращаются ко мне. Это вот даже на уровне моей организации настолько серьезные вопросы, что я очень щепетильно подхожу. А на уровне государственных органов, вот прям всех учреждений, это будет довольно тяжело. Но я надеюсь, что государство должно, во-первых, прислушаться, принять это как проблему, которую необходимо решать. И только после этого мы, гражданское общество, мы готовы помогать государству. Я всегда об этом говорю, готовы обсуждать это с донорами, готовы находить какие-то пути выхода, да, и так далее. Но пока вот от государства вот такого жеста, да, это проблема, и давайте вместе решать, я еще не увидела. Ну, я должна сказать, что у нас в понедельник как раз был эфир со специалистом по безопасности личных данных, и он говорил о огромной проблеме
с этой точки зрения, и это шла речь о личных данных всего общества. А уж я думаю, что с людьми, находящимися в закрытых учреждениях, все еще сложнее. Да. Тем более, что эта проблема никогда не стояла еще перед обществом, и ее предстоит решать, и этих проблем непочатый край. Да. Вот я вас слушаю и понимаю, что у всех у нас, у всего общества возникли проблемы с правами в период пандемии, но у людей, находящихся в закрытых учреждениях, все было плохо, и если мы как-то все-таки приспособились, как-то решили большинство из этих ограничений, то ситуация именно с соблюдением прав человека в закрытых учреждениях остается напряженной именно в связи с пандемией. Да. Они не решены, многие Нет, проблемы. они не решены. И знаете, она даже в какой-то мере стала удобная для властей. Это дополнительное. Да, вот просто удобно. Удобно не впустить, удобно там не отпустить, удобно не обеспечить. В мере сегодня я вижу, что пандемия стала основанием для многих государственных органов, чтобы ограничивать права человека. Вот этот вопрос обоснованности, он исчез. То есть, когда вот так вот, даже и никто не спрашивает, ну да, мы понимаем, да, пандемия, во всем мире пандемия, но почему именно к этим людям вот такое прям требование, а при этом все нормально, вот вроде бы как бы, не является ли это какой-то дискриминацией или просто нежеланием государственного учреждения законно, обоснованно подойти к этому вопросу, да, просто вот, знаете, вот уже так вот, пандемия, да, вот, отмазка уже, вот в какой-то мере я уже вижу вот. Понятно, что есть угроза там распространения инфекционного заболевания от каждого лица и так далее. Но давайте тогда обо всех говорить, давайте на равной основе. Почему мы всегда выделяем одну группу лиц и считаем, что вот именно в отношении них эта угроза больше. Да, угроза больше, но с другой стороны мы же понимаем, что ограничивая, вот, например, говоря об ограничениях в условиях пандемии, вы ограничиваете и право на свидание, и право на защиту, да, и право, например, на тоже эффективное медицинское, да, обследование и так далее. Этого же ничего не происходит. Я еще понимаю, понимаете, когда государства говорят, знаете, мы сделали вот это, мы там хороших специалистов пригласили, ПЦР-тесты установили, все сделали, у нас вот такие изоляционные и так далее. Но все равно они болеют, да, и не можем никак обеспечить. И все равно мы не можем сохранить их здоровье и умирают. Поэтому мы вот такое приняли решение, что вообще допуск запрещать. Понимаете? Тогда я скажу, ну да, и вот это попробовали, и это попробовали, и это попробовали. А когда вот с марта месяца вот это положение никак не меняется, до сегодняшнего, это с марта прошлого года, я говорю, и до сегодняшнего времени, как говорили адвокаты, что у них доступ ограничен, так и говорят, я не могу понять. Получается, что 1,5 года государство ничего не может предпринять в этой области. Еще такой один пункт, на который всегда обращает внимание общество, вот эти вот высокопоставленные сидельцы через какое-то время нахождения в СИЗО или уже после того, как был вынесен приговор, начинают жаловаться на здоровье. И говорят о том, что им нужно либо лечиться за границей, либо еще что-то. И люди воспринимают это как отмазку, так скажем, общества. Говорят, что нужно сначала проверять здоровье. Почему? Что они были здоровые, когда сидели в креслах, и сразу заболели, находясь в СИЗО, в закрытых учреждениях. Вот у меня в связи с этим вопрос. Насколько система проверки находящихся в закрытых учреждениях адекватна? Можно ли ей верить? Или эти люди действительно пользуются тем, что у них есть возможности? Я так скажу, вот все те, кто думает, что они говорят неправду для того, чтобы там куда-то уехать и отмазаться, да? Да, получить послабление, да. может быть, Или, например, те, кто думает, что они говорят правду, и там действительно условия доводят до того, что здоровье резко подрывается, и все хронические заболевания выходят наружу.
У меня всегда вопрос не к этим людям, кто как думает и кто как говорит. У меня всегда вопрос к государственному учреждению, которое не пресекает в данном случае и не приводит альтернативные данные или не подтверждает информацию. Потому что если государственное учреждение дает такую информацию, которую невозможно никак подвергнуть сомнению, эта информация будет... На сегодняшний день мы не получаем от учреждений, вот именно ГСИН, да, медицинских учреждений ГСИН, вот такую информацию, которую, знаете, вот так сказала, ну нет, дали же информацию. Там вот такие лаборатории, там вот такие эти были проведены, и они вот прям все, вот прям вот так вот все видно, вся вот раскладка, все видно, и не верить этой информации невозможно, да? То есть если вот такая будет, а нет уже такой. Нету такой. А потом, знаете, единственное, например, когда вот там кто-то говорит о своем заболевании, единственное, что говорит учреждение, вот эта та же версия, да, ну мы, говорит, повезли его, посмотрели и все. Что было сделано, как это было подтверждено, каким это специалистом было утверждено данное, да, диагноз и так далее. Вот дайте такую раскладку, и мы поверим и скажем, нет, подождите, действительно здесь что-то не так. Действительно, вот прям он говорит, я сюда повез его, и сюда, и пригласил, и скорую пригласил, и хороших специалистов пригласил. Государство сделало в данном случае все хорошо. Это же медики, это причем специалисты, и они дают обратный диагноз, понимаете? И так, а нет уже такого. Обычно вот человек к нам обращается, и вот ГСИН начинаешь звонить или выходишь там на правозащитный институт и говоришь, вот там какой-то больной, к нему врачей не допускают. Мы же получаем только одну информацию. И вот смотрите, там мама там бьется, говорит, я скорую вызвала, они не впустили. Опять она звонит, говорит, я попросила там повезти в общественную государственную больницу, они не хотят. Опять звонит, говорит, я уже, говорит, сама врачей привела, говорит, не впускает. А ГСИН учреждение не отрицает, но и не подтверждает. Оно вот так вот оставляет, ну по типу остальное додумывайте сами, да, где правда, где ложь. Ну дайте вы информацию, скажите, да, действительно так произошло. Это произошло потому, что есть хорошие специалисты в самом, например, учреждении, они посмотрели уже и так далее, да. И вот, например, недавно тоже на Фейсбуке был такая помощь, призыв о помощи, что к человеку не пускают уже 2 недели никаких врачей, ни скорую помощь, ему очень плохо, что он, возможно, не выживет там, не доживет до утра и так далее. Вот. И только после такого общественного резонанса пустили врачей. Вот. Давайте еще раз резюмируем, уже наш эфир подходит к концу. Вот давайте звонящим в редакцию людям, которые говорят, что они не могут получить свидание, там, не могут оказать какую-то помощь своим близким, что им делать, куда им обращаться, ну, или если у них нет денег на тесты, или вот если их близкий болен, и он не может получить помощь. Ну, первое, что я хотела бы сказать, везде сейчас вот это требование, что нужно ПЦР на любое свидание, на любые вот какие-то, ну, да, посещения и так далее. Конечно, понятно, я не могу рекомендовать сказать, что идите туда за ПЦР, потому что непонятно, кто вообще должен нести в данном случае вот это обязательство. Да? Государство отказалось от этих обязательств, при этом установило требования к этим, чтобы это выполнялось. Вот. Надо писать учреждения как ГСИН, как депутатам, которые принимают, да, это лицам, принимающие решения, так и Национальным институтом по правам человека, который вот это проводит этот мониторинг, да, по соблюдению прав человека, и где, например, который представляется ежегодно в специальных докладах. Вот. Сейчас, вот, например, институт Ахихачи вот очень серьезно подошел к этому вопросу, проводит мониторинг, надо их тоже ставить уведомления для того, чтобы ваш голос был тоже учтен. Да? То есть, когда они будут подводить статистику, и омбудсмен будет обращаться к депутатам на трибуне парламента, там, чтобы он сказал, вот ко мне обратились там 5000 человек или там 10 тысяч человек. А если вот люди будут сидеть дома и будут только, вот, ну, например, ну, понятно, что в редакцию, вы же не ведете такую статистику, да? А вот было бы хорошо, чтобы обратиться к тем учреждениям, которые ведут эту статистику, и вот прямо они скажут, вот такой-то там Салайского района, ну, я примерно, да, Салайского района такая-то, вот у нее там вот не может попасть. Понимаете, это очень серьезное же, это серьезно, потому что там идут данные, там идет, что это гражданин, там идет район, когда, да, и когда, да, и вот когда
вот показана вот эта большая статистика, это очень хорошо. Это потому что она заставляет задуматься те же государственные органы, тех же депутатов, как лиц, принимающие решения. Поэтому у меня вот на сегодняшний день вот совет только вот такой. А второй момент еще, что я хотела бы, конечно, порекомендовать, это участвовать в вот этих вот процессах изменений законодательства. Говорить об этом, доводить до тех лиц, которые участвуют в инвентаризации, сидят в группах экспертных. Я, например, не сижу в группах, но я связываюсь с теми лицами, которые сидят в разных подгруппах, и говорю, что у меня есть рекомендации по тому вопросу, по этим правам человека или по этим правам человека, и через них передаю. Да? Вот точно так же должно быть гражданское общество. Ну, вообще граждане должны быть сегодня активны, потому что сегодня пишутся порядка 600 законов, будут пересматриваться, рассматриваться и будут и меняться порядка 600 законов, все они касаются только нас. Никого из них нас касаются, обычных простых граждан. Это мы говорим о таком долгосрочном эффекте. А если человек действительно он настолько себя плохо чувствует, что может не дожить до утра, что вот нужны экстренные меры. Ну, Аксин там говорит, что ограничительные меры. Что делать в этом случае? Привлекать общественное мнение? Конечно, привлекать общественное мнение. Потом при ГСИН есть общественный наблюдательный совет. Надо обязательно к ним обращаться. Там тоже очень такие специалисты сидят, как Чолпонов, Урканов, как Индира Асланова, да, которые понимают эти все вопросы. Вот. И, конечно, тут еще, я не знаю, насколько учреждение ГСИН обеспечивает вот эти все контакты внутри и обеспечивает возможность позвонить лицам, да, потому что если адвокат не может войти, родственники не могут, как они же сами не выйдут и не сообщат, вот. Поэтому, если вот есть возможность, конечно, если есть хоть какая-то минимальная возможность, то это, конечно, вот правозащитные институты, в первую очередь общественный совет ГСИН, вот, ну или хотя бы кого-то из родственников, который вот может потом как-то вот дальше бить в колокола. Иного пока ничего не видела. Да. Все понятно. Спасибо, Гульшаир. Мы говорили о правах человека в закрытых учреждениях в условиях пандемии. С нами была Гульшаир Абдрасулова, глава общественного фонда Клым Шамы. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Спасибо вам, что вы были с нами.